селе Кенсу, расположенном у подножья гор на восточном побережье озера Иссык-Куль, в 1968 году родился Садыр Джапаров. Мальчик рос в многодетной семье, всего их было 11 братьев и сестер. В родном же селе Садыр Джапаров пользуется огромным авторитетом. И это не потому, что сейчас он является главным претендентом на пост главы государства, а потому что 96 жылы bu işi özünün gücü менен ажыга барып келди. Мой брат Нурходжо, проработав много лет лесником, выйдя на пенсию в 1996 году, одним из первых в Иссык-Кульской области совершил хадж. Вернувшись, они с детьми построили здесь мечеть. Воспитывая детей, мой брат всегда говорил им, чтобы они помогали слабым, не говорили ни о ком плохого, были справедливыми и порядочными людьми, находясь вдалеке от черных сплетен. Не только его дети, но и я жил, прислушиваясь к советам старшего брата. 96 жылы апрель-май айында болуш керек келди. Из воспоминаний дяди Садыр был очень шустрым мальчиком. Он всегда доводил начатое до конца. Особым отличием характера была смелость и решительность. Тетя же говорит, что Садыр был решительным и принципиальным. Он не боялся высказывать свое мнение, даже если оно не совпадало с большинством. Садыр и Сабыр были любимчиками покойного дедушки. Когда они гостили у него, он угощал их большими кусочками сахара, которые прятал в платочек. Садыра, наверное, он любил за то, что тот всегда открыто говорил правду, что и было его отличительной чертой характера. Как и большинству мальчишек его возраста, в первом классе Садыру хотелось играть со сверстниками, а не заниматься уроками. Но потом он поставил учебу на первое место, подтянулся и даже обогнал одноклассников по многим предметам. При этом он успевал помогать родителям по хозяйству. Отец строго воспитывал нас, и даже иногда кому-то доставалось камчой, но Садыру доставалось меньше, чем нам. Он был трудолюбивым мальчиком и очень честным. Однажды мама стоя принесла к нам конфеты в кармане. Тогда Садыр сказал ей, что не нужно приносить сладости с чужого стола. После этого мама не приносила, боясь, что Садыр опять будет недоволен. Первая учительница Садыра вспоминает, что в классе он был лидером, справедливым и добрым, готовым всегда протянуть руку помощи, заступиться за слабого. Помню, однажды мы пошли на экскурсию на озеро Культур. Купаться там было запрещено, со всех сторон озеро было ограждено, и подобраться к нему было тяжело. Но одна девочка каким-то образом оказалась у воды, поскользнулась и упала. Пока все стояли и думали, что делать, Садыр, не раздумывая, прыгнул в воду и вытащил ее на берег. Не могу передать, как я была благодарна ему. Учительница также говорит, что ко всем предметам Садыр относился одинаково серьезно, а вот русский язык ему давался с трудом, и он усиленно занимался, чтобы хорошо знать язык. Одноклассники вспоминают, что не только в школе, но и на улице Садыр Джапаров был лидером, способным найти общий язык с каждым мальчишкой. Зачастую именно он разрешал споры между ребятами. В детстве мы с мальчишками иногда дрались, как это бывает, иногда улица на улицу, иногда делясь на две разные группы. Садыр мог договориться и найти общий язык с каждым из нас. Именно он всегда говорил нам: друзья, мы же все из одного села, зачем мы ругаемся и деремся друг с другом? Давайте играть все вместе, дружно. Сегізінші класс оқып кезіп, Түй районы бойынша бірінші местен алдық. Садыр Джапаров был капитаном школьной команды по футболу. Он очень любил спорт. В 8 классе на спартакиаде мы заняли первое место в Тюбском районе. И первыми, кто принесли вот этот кубок в школу. Затем нас пригласили участвовать в областном чемпионате. И там мы заняли 3-е место. Однажды учительница сказала, что футболом ничего не добьемся. Тогда Садыр ей ответил: ну вот, Эдже, мы ведь принесли вам этот кубок. Успешно окончив среднюю школу, Садыр Джапаров поступил в Институт физической культуры и спорта города Фрунзе, ныне Бишкека. Его преподаватель и тренер Медетбек Букуев говорит, что уже в те годы Садыр Джапаров выделялся среди лидеров своей человечностью и благородством.
Такие люди, они всегда выделяются из общего фонда. Я приведу одного-двух примеров. Будучи студентом, когда он, по-моему, учился на 2-м курсе, одним из его студентов, одного из студентов из его группы, оказывается, спортивной обуви не было. Он, оказывается, жил в недостатке. И при мне я был свидетелем, как он свою новую обувь, только что купленную обувь, снял с себя. Я, говорит, себе куплю и подарил этому одногруппнику. Таких качеств надо от природы дано. В юные годы было видно и заметно, что с этого парня что-то выйдет. Я тогда еще сказал, но не знал, что наконец-то он добьется своего. Когда-то говорил, что я стану президентом. Я в шутку это воспринимал, но целеустремленность, человечность его, простота, широкая эрудиция, любовь к своей родине, вот эти все качества у него есть. Он, безусловно, достиг бы больших успехов в спорте, однако его обучение было прервано службой в армии. На 2-м курсе он был призван в армию и проходил службу далеко от дома, в Сибирском округе. Получил звание сержанта и за отличные успехи в боевой подготовке, примерную дисциплину и безупречную службу был награжден нагрудным знаком «Отличник Советской армии». Вдали от родины понимаешь, как важно иметь рядом того, кто тебя поддержит. Садыр Джапаров был именно таким человеком. Он всегда говорил нам, что нужно держаться друг за друга. Только вместе, объединившись, мы сможем преодолеть все тяготы армейской жизни. По возвращению из армии Садыр Джапаров продолжил учебу в институте, окончив его с отличием. В 38 лет он получил 2-е образование, окончил юридический факультет Кыргызско-Российско-Славянского университета. Там, по словам Медетбека Вокуева, их пути пересеклись во 2-й раз. Тогда я еще раз убедился, что до этого, если он владел многими человеческими положительными качествами, учась и закончив наш Славянский университет, он тогда себя еще раз продемонстрировал, что он является еще высоким управленцем, высокоорганизованным. Юридически слету, это не каждому, слету все, будучи депутатом он учился, слеты, все нюансы каждого предмета на лету хватал. И тогда я удивлялся, говорит, откуда у него столько. И самое главное, его качество, или один из самых главных качеств, это поймать в любом деле суть. А это не каждому дано, не каждый. Вот. В дихканском хозяйстве Санташ хорошо знали Садыра Джапарова. Там он начинал свой трудовой путь, простым рабочим. Да и про всю семью Джапаровых говорят, что они заслужили уважение тем, что работали честно, всегда помогали нуждающимся и поддерживали родное село. Тегермен алып келди. Түп район боюнча тегермен жок болчу. В Тюбском районе не было мельницы. Их семья первыми построили мельницу здесь, затем привезли маслобойку, построили мечеть, спортплощадку, оказывали помощь матерям-одиночкам, детям-сиротам. Кому-то муку, кому-то масло давали. Разве можно это забывать? Жесир аялдарга ошо бүт баарыны жөнөкөй, мына 10 мешоктоп. Сегодня Садыр Джапаров пользуется заслуженной поддержкой на своей малой родине. Прежде всего потому, что никогда не занимался самообогащением, а защиту интересов народа ставил на первое место.